Ассаляму алейкум, Левиза. Рада вас приветствовать. Наконец-то вы добрались до нас. Мы заждались, если честно. Ассаляму алейкум, Халида ханым. Да, вы знаете, у нас сложились форс-мажорные, можно сказать, обстоятельства. Пришлось срочно ребенка забрать с садика, везти к стоматологу. Ну, как бы, знаете, дети, и каждый день что-то новое, какие-то проблемы и так далее. В общем, наконец-то я добралась. 3 детей, маленькие, разница в возрасте у них очень маленькая. Вот. Наверное, наряжаетесь по особому поводу, если куда-то выходите всей семьей, да, на мероприятия какие-то? Да, мероприятия, да. К счастью, наши родственники женятся, замуж выходят. Достаточно часто. Да, и есть дети, которых мы выводим вот в игровые, можно сказать. Ну, собственно, это и все наше развлечение, наверное. Так, чтобы мы с мужем вдвоем вышли куда-то просто посидеть. Ну, такого я, наверное, не вспомню, когда это было в последний раз. Ну, давно. Я очень надеюсь, что после нашего проекта у вас появится новый повод для того, чтобы куда-то сходить вместе. Да, я тоже очень на это надеюсь. Ну что ж, я так понимаю, что мы сейчас втроем отправляемся в магазин подбирать вам новый образ, да, верно? Я надеюсь, что вот Алимчик нам в этом тоже поможет и подскажет. Да, Алим будет принимать участие в примерке. Да. Ну что ж, я предлагаю не тянуть и прямо сейчас отправиться. Я с вами согласна на все 100. Давайте уже начнем наши перемены. Итак, Владимир, хорошая новость для нас заключается в том, что Левиза, в принципе, готова на любые перевоплощения касательно цвета, касательно длины. Поэтому мы сейчас хотим выслушать то, как ты видишь сегодняшнюю работу с ней. Ну, по поводу цвета, я не знаю, мне бы не очень хотелось кардинально менять. А по поводу стрижки будем решать, какую длину нам оставлять. В принципе, волос красивый. Да, но тут момент с ростом, да? Да, рост, поэтому нельзя делать сильно коротко и нельзя делать сильно длинно оставлять. Поэтому мы будем выбирать среднюю длину под рост, чтобы не резала рост, чтобы не казалась она еще короче. Отлично, я думаю. Сделаем идеальный тон, красивый, который подчеркнет еще больше эти красивые натуральные волосы. Да, волосы натуральные, и я думаю, что если мы их напитаем, придадим блеска, получится идеальный вариант для Левизы. Да, идеально. Приступим? Юль, приветствую тебя в нашем проекте. Привет. Давно ты у нас не участвовала, да, очень рада тебя видеть. Наша героиня Левиза, многодетная мама. Мы сегодня прежде всего хотим услышать от тебя рекомендации по экспресс, так скажем, макияжу, чтобы очень быстро привести себя в форму. Ну и, конечно же, ждем от тебя макияжа сегодня, учитывая новую стрижку. Что ты посоветуешь, что ты планируешь сделать? Хотим услышать сейчас небольшой такой вводный текст. В первую очередь я бы хотела посоветовать нашей героине это обратить внимание на свою кожу, на увлажнение кожи утром и вечером и обязательно под глазки, крем под глаза, на коррекцию бровей. На каждый день тональное средство я бы не рекомендовала. Можно какую-то легкую пудру, подкрашивать реснички, можно слегка губы и, естественно, привести брови в порядок. И я думаю, что этого будет абсолютно достаточно на каждый день, с учетом того, что все-таки вы многодетная мама, 3 детей, с чем я вас поздравляю. Насколько я поняла, если брови привести в порядок, ты имеешь в виду окрашивание, которое производится? Коррекция окрашивания, которая держится какое-то время, да? То есть не нужно ежедневно их подкрашивать? Нет. Это вообще замечательный вариант, мне кажется, для женщин, у которых совершенно не хватает времени. Да. А сегодня, так как у нас будет такой достаточно яркий образ, я думала, что мы поработаем с вашими глазками, сделаем акцент на них. Конечно же, не пройдем мимо ваших шикарных губ, естественно, но все-таки акцент будет больше на глаза. Вот, с учетом вашего нынешнего образа. Супер. Я думаю, что не будем больше тратить время, можем приступать. Да. В общем, давайте. Удачи.
Каждый из нас время от времени нуждается в перезагрузке, особенно мамы с детьми. Левиза рискнула, и результат того стоит. Давайте встречать Левизу. Вам нравится? Ваши ожидания оправдались? Она у нас была хорошая, стала еще лучше. Огромное вам спасибо. Мы ее просто не узнали. Наша Анашка очаровашка стала. Лиза, ну я надеюсь, ты сегодня отдохнула? Целый день в одиночестве, без детей, без семьи. Халида Ханым, да, хочу сказать огромное спасибо вам, вашей программе, за то, что отреагировали на мою заявку, предоставили мне такую возможность. И я действительно, ну, конечно же, отдохнула, но при этом я очень соскучилась по своим деткам, по своей семье. Да. Еще раз спасибо вам огромное. Я получила, вот, наверное, тот заряд энергии, который мне нужен был. И вот с новыми силами, скажем так, возвращаюсь в семью, но уже свежая, отдохнувшая, красивая. Иногда нужно устраивать себе такие дни, чтобы Да. оценить и почувствовать, насколько классно, да? И насколько всё вокруг. мы важны друг для друга. Да. Результатом довольно вот на все 200%. Çok sağ olunuz. Ждем тебя через пару лет еще раз. Ну, Нового знаете, цвета я волос. надеюсь, что... Ну, только если для нового цвета. Мне дали профессионалы советы, и я буду стараться придерживаться. Если вы меня где-то встретите, и вы скажете, вот, мы работали, это наша работа. следить за тобой. Да. Çok sağ olunuz. Друзья, мы с вами прощаемся, ждем ваших комментариев, ну и, конечно же, ваших заявок.